телезритель. Меня зовут Джангиров Эмиль. Я являюсь бренд-шефом в сети ресторанов Кайнар Групп. Наш девиз компании «Выращено в Кыргызстане, приготовлено у нас». Сегодня мы с вами приготовим токтагульскую форель на пару с добавлением свеклы, лимона, брокколи, чуть-чуть помидоров черри и молотого черного перца. Давайте приступим. Что нам потребуется? Нам потребуется форель 150 грамм. Наверняка у вас у каждого дома есть мантоварка. И сегодня все чудеса будут проходить именно в мантоварке. Я расскажу о полезных свойствах этого очень супер сооружения. Не только где не можно варить манты, а еще готовить овощи и рыбу именно на пару. Давайте приступим. Мы берем 250 грамм форели, солим. Напомню, что у нас еда, она не только полезная, но и вкусная. Без добавления масла. Берем тимьян, одну веточку, и добавляем рыбу. Переворачиваем и опускаем в мантоварку. Я напоминаю, что вы можете приготовить любую рыбу на пару, независимо, будет она белая либо красная. Время приготовления не изменится. Она будет готовиться на пару 12 минут. Также мы приготовим брокколи на пару. Все продукты, они в легкой доступности, они все продаются на рынке. И вы можете приобрести и сделать себе вкусный ужин или обед за 10 минут. Сделаем такие крупные сегменты, посмотрите. Я не мельчил брокколи, я сделал такие очень крупные сегменты. Вы, наверное, заметили, что я не добавил в рыбу лимон, потому что лимон имеет свойство гореть рыбу. Я добавлю лимон в брокколи. Это небольшая фишечка для вас. Аккуратненько ставим наше брокколи. И здесь еще одна фишечка. Именно сбрызгиваем лимоном уже сверху. Прямо сверху. Добавляем чуть-чуть черного перца и соли. Уже очень такая приятная палитра. Я вас уверяю, что это не только полезно, но и вкусно. Засекаем время. Нам понадобится 12 минут. Пока рыба наша готовится, мы приготовим с вами хрустящий салатик. Для этого нам потребуется микс салата. Вы можете купить на базаре шпинат, можете купить айсберг, любая трава, которая доступна. Можно взять капусту, белокопчаную, что есть. Не надо придерживаться прям рецепту. Нужно использовать, что есть в холодильнике. Вот у меня в холодильнике сегодня вот такая разнообразная трава. Добавляем сюда. И я вас научу делать вкусную заправочку. Это тоже очень немаловажно. Для этого нам потребуется пол-лимона. Вы вспомните, что мы половинку добавили в брокколи, а половинку оставили. Можно, конечно, заварить чай, но можно сделать очень вкусную заправку. Добавляем лимончик. Дальше добавляем соевый соус. И добавим масло. Все это тщательно перемешаем. Еда должна быть чуть-чуть кисленькая, чуть-чуть солененькая, чуть-чуть сладкая. Посмотрите, какая красивая заправочка. Она делается очень легко. В заправочке должно присутствовать кислота, сахар и связующее масло. Лучше все разбавлять, конечно, в соевом соусе и лимонном соке. Сразу масло не добавлять. Если вы добавите масло, очень будет тяжело растворяться соль и сахар. Запомните это вам пригодится. Еще раз посмотрите, она такая тягучая, очень ароматная, хороший баланс будет рыбы, брокколи хрустящей и этой заправки. Дальше мы берем помидор черри. Вы можете заменить любым помидором, любого сорта. Это может быть кумата, черные помидоры, желтые. Но мы сегодня взяли черри. Еще раз напомню, продукты из Кыргызстана самые вкусные и самые здоровые. Ну и, конечно, свекла. Свекла – это царь овощ, это очень полезный продукт, он очень хорошо работает с нашим организмом и усваивается. Я рекомендую кушать свеклу. Мы ее запекаем. К сожалению, я не могу вам показать весь процесс, но я ее запекаю при температуре 180 градусов в печи. Добавляю чуть-чуть морскую соль, чуть-чуть меда и также добавляю тимьяна. Но вы можете дома отварить, это тоже делается очень просто и быстро. Она у нас пойдет вот такими сегментами. Почему я ее запекаю? Когда мы запекаем, и у нас нет контакта с водой, мы больше сохраняем ингредиентов. Понимаете, чем дольше продукт готовится, тем меньше ингредиентов остается. Не надо ставить свеклу в воду и томить ее 3 часа. Этого не нужно делать.
нужно следить за ней, постоянно ее тыкать, проверять. В среднем температура свеклы приготовления 1:20. Но мы должны смотреть еще и на размер. Не забывайте про это. Рыба готова. Давайте откроем и посмотрим. Жалко, что этот аромат не доходит до вас. Рыбе свойственно, когда она приготовилась, она выделяет белок. Посмотрите, вот здесь обратите, пожалуйста, внимание, когда вы будете готовить любую рыбу, можно взять прямо нашего оператора, попросить, видите, белок. Вот он белок. Это говорит о том, что рыба практически у нас готова. Если вы более профессиональный повар, домашний, да, вы можете рыбу на ощупь. Но лучше по белку. Когда белок сворачивается, вот, да, сверху, что рыба готова, да. Я хочу сказать, что наша компания Кайнар Групп очень работает много с регионами. И у нас очень много здесь студентов проходят стажировку, они еще лучше работают, чем местные ребята. Это правда. И я хочу вам сказать, уважаемые телезрители, больше готовьте, больше экспериментируйте, не бойтесь. Все рецепты, которые я буду для вас готовить, они стопроцентные. И с первого раза у вас точно получится. Посмотрите, какая палитра. Что у нас? Рыба мягкая, брокколи хрустящая. Мы, если вы заметили, брокколи не бланшировали. Она у нас приготовилась в собственном соку, что дает больше гарантии, что рыба полезна. Раньше при Советском Союзе у нас был рыбный день. Это был четверг. И каждую неделю готовили рыбу. Но, к сожалению, эта традиция куда-то уходит. Поверьте, рыбу нужно есть. Она богата кальцием и помогает для ваших костей и общего состояния. Так что, пожалуйста, кушайте рыбу, кушайте овощи, будьте здоровые. Еда должна быть не только жирной, но она должна быть вкусной и полезной. Я начинаю оформлять. Посмотрите, вот при вас. Посмотрите, раз. Какие сегменты. Два. Мы берем нашу рыбу. Ароматную. Помещаем по центру. Смотрите. Если вы заметили, я не добавлял ни капли масла. Мы берем наш салатик, заправляем его. Все перемешиваем. Нужно добавить чуть-чуть перчика. Добавить чуть-чуть соли. Чуть-чуть сахара. Я сейчас для себя попробую. Я еще добавлю лимон. Лимон вызывает рецепторы аппетита. Я хочу, чтобы вы, когда готовили, чтобы вы готовили это с душой и с любовью. А когда вы это будете в хорошем настроении, у вас все будет вкусно и 100%. Чуть-чуть сбрызнем лимончика на рыбу. И посмотрите, что у нас получилось. Доступные продукты в гастрономической подаче от Кайнар. Я желаю вам крепкого здоровья, питайтесь именно здорово, питайтесь правильно и будьте счастливы.